Якутия в мире. Добрый день, дорогие радиослушатели! Сегодня у нас в студии собрались очень интересные гости. Речь пойдет об одном замечательном проекте, который объединил учителей и учащихся Якутии и далекой Германии. Наши гости являются непосредственными авторами и участниками этого уникального проекта. Это Валентина Васильевна Сафрониева, директор Саха-гимназии, и Матиас Бурхард из ведомства по делам образования федеральной земли Гамбург. Также Матиас является координатором по международному молодежному обмену между Германией и Россией и учителем русского языка и физики школы имени Гула Требич города Гамбург. К нам также присоединились школьники Вика Федорова, учащаяся Саха-гимназии, и Саванна Рек, учащаяся школы имени Гула Требич. Валентина Васильевна, расскажите, пожалуйста, нашим радиослушателям о том, как зародилось сотрудничество между вашей школой и школой Германии, и о целях вашего проекта. Наверное, хорошо было бы начать с самого начала. Школа Саха-гимназия раньше была открыта в 2001 году как Саха немецкая школа, являлась филиалом Якутской городской национальной гимназии. С тех пор мы уже 20 лет работаем тесно со школами Германии. Последний 6-й год, 2014 года, непосредственно работаем по проекту обмена учащимися и учителями между нашей гимназией и школой Гула Требич города Гамбурга. Это произошло благодаря нашему официальному письму, которое мы отправили в ведомство образования Германии. В то время Матиас Бурхард очень внимательно отнесся к нашему письму, хотя мы разослали очень многим школам. И так получилось, что учитель физики и русского языка, он заинтересовался, что за страна, республика, школа. По чистой случайности в 2013 году я находилась на стажировке в городе Ноймюнстер, недалеко от города Гамбурга. И мы там впервые встретились с Матиасом. Он в то время еще работал в Институте повышения квалификации учителей и пригласил меня выступить перед референдариатами. Это те, которые уже готовые работать в школах. Они заинтересовались. Я представила Якутию, ролик короткий, рассказала о своей школе и сыграла на хомусе. Я думаю, это их заинтересовало. И как-то связалась наша дружба. И на следующий год, уже в марте 2014 года, учителя под руководством Матиаса приехали впервые в нашу гимназию. Вот так развязалась наша дружба. С тех пор мы уже обмениваемся каждый год учащимися. Также были проекты между учителями. Этот проект очень нам нравится всем, так как дети общаются, расширяется кругозор. Они проживают все в семьях и также обучают дети русский язык, учащиеся Саха-гимназии, немецкий язык. И, конечно же, общий язык международный, английский. Матиас, пожалуйста, расскажите, пожалуйста, о себе и о своей школе. Как вы уже сказали, я учитель русского языка и физики, и я работаю в школе Гула Требича в Гамбурге. Учитель русского языка – это не только профессия, это, можно сказать, тоже призвание. Значит, люди, которые преподают у нас русский язык, они тоже всегда интересуются обменами между Германией и Россией. И в этом смысле я тоже, как учитель, уже много лет занимаюсь обменами между Россией и Германией. Вначале Гамбург, Санкт-Петербург, потому что эти города побратимы. Потом чуть дальше Гамбург, Новосибирск. И уже сейчас 6 лет Гамбург, Якутск. А может быть, немножко интересно, почему такие предметы, как русский язык и физика. Это так, что у нас у каждого учителя есть 2 предмета. И у меня так получилось, потому что, как вы знаете, все, что происходит в школах, это тоже зависит от того, кто там работает, какие учителя. И мой учитель русского языка и учитель физики, они были самыми хорошими. Поэтому я решил, что я тоже хочу стать учителем русского языка и физики. Вот так и получилось. Одновременно обучались, профессиям учителя русского языка и физики, да? Да, когда я работаю в школе, у меня есть
там, урок русского языка, потом урок физики. Вот, значит, одновременно. Конечно, физика это на немецком языке, и русский язык это как второй иностранный язык в нашей школе. Ученики в 6 классе выбирают либо испанский, французский, латинский и русский язык как второй иностранный язык. И слава богу, что всегда есть тоже группа, которая интересуется русским языком. Вы являетесь руководителем этого проекта с немецкой стороны. Вот хотелось бы спросить, в чем вы видите ценность и пользу этого проекта? Ценность такая, что название проекта – это тоже «Мость ты». Значит, мость, мы все понимаем, что это такое. А ты – это те люди, которые принимают участие в таких проектах. И почему они являются мостами? Потому что, когда человек в Германии или из Германии побывает в России, он побольше, наверное, понимает. И жизненные обстоятельства здесь, все климат такой, почему так, как это там. А если люди только получают информацию из газеты или из СМИ, это может быть не совсем там всегда правильно, что там есть. Поэтому такие мосты, человеческие мосты, они очень важны, чтобы получить там, можно сказать, межкультурную компетентность, чтобы побольше там общаться, чтобы найти там диалог между культурами, между странами. И мне кажется, что для мирной жизни на нашей планете это очень важное дело. Вы еще с какими странами поддерживаете такие связи, кроме России? В Германии, конечно, связи разные есть. Там в Европе там Германия, Франция, Германия, Испания, Германия, Англия. Но я бы сказал, что такие тесные связи это между Германией и Россией. Потому что Россия – это страна, о которой люди, которые живут в Германии, не так хорошо много знают, как, например, о европейских там других странах. Поэтому, если у нас есть такие обмены, такие проекты, и ученики наши первый раз в России, это уже показывается, что это очень какое-то тесные отношения. Но мы, конечно, тоже обмениваемся там с другими странами. Значит, те ученики, которые учатся испанскому, у них тоже есть как проекты там со школами из Испании. Валентина Васильевна, я слышала, что по окончании школы ваши выпускники сдают международный экзамен, по результатам которого они получают возможность поступить в вузы Германии. Это международный проект «Диплом немецкого языка». Мы получили статус в 2012 году. Для этого нам нужно было провести такую работу, чтобы дети, начиная с 8 класса, готовились к экзаменам, которые они сдают после 10 класса или могут в 11 классе. Это все смотря индивидуально от ребенка зависит. Когда дети дополнительно обучаются немецкому языку, потом они сдают 2 экзамена. Устный экзамен, который здесь на месте сдают. Туда входит аудирование, говорение и письменный тест, который потом отправляется в институт имени Гёте в город Берлин. А результаты мы узнаем только в конце августа. Тем самым, если ребенок получает уровень А2, ему еще придется в следующий раз сдавать до уровня Б1. Б1, который позволяет поступить в подготовительные курсы прямо в Германии, который ускорит его знания по немецкому языку. Этим самым, значит, у нас дети есть, которые уже обучались, так как этот диплом является бессрочным. Это очень важно. И очень нравится, когда даже обучаясь в университете, они могут в любое время, если получается с учебой, могут выехать в Германию и там продолжить свою стажировку по немецкому языку. Сколько выпускников обучается в Германии? 2013 года 7 человек отучились, 2 еще там учатся. Но они поступают на разные профессии, специальности. Очень интересно, они уже получают международный диплом, да? Да. В высшем образовании. Сейчас хочу задать вопрос нашей юной гости из Германии. Саванна, это твое первое посещение России или ты еще побывала в других российских городах? Savannah, ist das dein erster Besuch in Russland oder warst du schon in anderen Städten Russlands? Nein, das ist mein erster Besuch in Russland und somit auch in Jakutsk. Это первый раз в России и тоже, конечно, первый раз в Якутске. И какое тогда первое впечатление? Und wie sind so deine ersten Eindrücke von hier?
Es ist anders, aber gut. Also auf jeden Fall ist es kalt. Und also ich denke, dass es sehr viele kulturelle Unterschiede gibt, an die man sich erst gewöhnen muss, die einem erst, wenn man aus Deutschland kommt, ziemlich komisch vorkommen. Aber wenn man, also nach ein paar Tagen, wenn man sich dran gewöhnt hat, dann kommen sie einem gar nicht mehr so komisch vor. Man gewöhnt sich schnell dran. Как-то обстоятельства, конечно, как своеобразные, разные. Поэтому, может быть, как первые дни были какие-то, культурные тоже случаи, там, например, в семьях, которые совсем, может быть, совсем по-другому, чем вот то, что она привыкла там в Германии. Но она говорит, что когда она пару дней уже здесь побывала, уже больше понимает там, и больше смотрит на это вот внимательно. И поэтому ей здесь очень как-то все нравится. Ты приехала не как обычный турист, да? Проходишь обучение вот в Саха-гимназии, национальной школе. Хотелось бы узнать, как сильно отличаются предметы, которые изучаются здесь, от тех предметов, вот, которые изучаются в своей школе. Du bist ja nicht einfach als Touristin hier, sondern als Teilnehmerin dieses Austausches und bist eben an dem Sacher-Gymnasium. Deswegen war die Frage, wie sich die Fächer und auch der Unterricht unterscheiden zwischen dem Sacher-Gymnasium und der Schule, wo du zur Schule gehst. Also eigentlich ist es ziemlich ähnlich wie in Deutschland. Es sind eher kleine Dinge, die unterschiedlich sind. Also zum Beispiel melden wir uns in Deutschland und hier irgendwie nicht. Also das ist das, was mir so aufgefallen ist. Aber sonst ist es ziemlich ähnlich wie in Deutschland. Und auch vielleicht die Fächer, sind die Fächer und andere? Also ich war jetzt im russischen Unterricht meistens, deswegen habe ich nicht so viel verstanden. Aber vom Stoff her es ist ziemlich unterschiedlich. Also in Englisch sind wir zum Beispiel im Stoff schon viel weiter, aber in naturwissenschaftlichen Bereichen sind die hier schon viel weiter. Говорит она, что много сходств есть и тоже, конечно, разницы. И, что касается вообще уроков, там это тоже так, как у нас, тоже такие же предметы, но она немножко обращала внимание на то, что дети, когда сидят на уроках, они как-то не показывают пальцем, когда они что-то хотят сказать. Они просто так там принимают участие на уроках. А в Германии показывают, поднимает руку, и вот она немножко, непривычно вот так. Потом она еще там была на уроках русского языка, она там, конечно, мало понимала. Но ей кажется, что, например, на уроках английского они чуть дальше там, они чуть больше там знают, а на других предметах, там, в других предметах, как математика, они здесь как-то побыстрее как-то учатся, например. Саванна тогда вот у себя изучает английский язык тоже, да? Du lernst bei dir Englisch in der Schule. Ja. Noch eine Sprache? Französisch. Она вот в этой школе учится, вот в Гамбурге, английскому и как в первому уроку, и французскому как второму. Теперь хотела бы обратиться к Вике. А вот тебе выпала отличная возможность обучаться в Гамбурге, да, в одном из крупных городов Германии. Хотелось бы знать, как в целом проходит обучение в Германии и чем дети занимаются в свободное время. Как Саванна сказала, у нас школьные программы отличаются, но для меня было очень интересно посмотреть, что изучают немецкие школьники. И для меня самое интересное было то, что они изучают те же предметы и те же темы, но с другой стороны, подходят к этому с другой стороны и больше своеобразно как-то. И у них есть такие предметы, как что-то связанное с обществом и культурой. Мне понравилось, что они сами работают в группах, делают какие-то проекты, вот. А в свободное время, мы гуляли по городу, смотрели в целом, что делают немцы в свободное свое время. Валентина Васильевна, вот расскажите, пожалуйста, какие возможности предоставляет вот детям эта программа обмена учащихся? В первую очередь, конечно, это языковой уровень у детей повышается. Очень интересно, что сразу они говорят на 3 языках, на русском, на английском и на немецком. И им это очень нравится, друг у друга обучаются. Следующий проект мы хотим еще расширить, проект учителей. Как-то раз была попытка первая, да, поэтому еще мы хотим обмениваться учителями. Это в перспективе. Матис, что вы могли бы добавить к этому? Наши проекты, наши обмены, у них всегда какая-то тематика. И мы как-то стараемся, что дети во время проекта немножко
немножко занимаются более глобальными вопросами. Например, в этот раз это глобальное потепление или изменение климата. У нас уже была такая тематика, как инклюзивное образование. Значит, это все темы, которые важны и в Германии, и в России. А когда дети вместе занимаются этими темами, мне кажется, что как расширится вот их зрение, они побольше понимают, как это у нас, как это здесь. И такие же перспективы тоже есть, потому что уже сейчас мы понимаем, что все серьезные глобальные проблемы, об этом надо вместе говорить. Надо вместе этими вопросами заниматься, и не только в Германии или только в России. Мне кажется, что это для будущего всего государства, общества и тоже для будущего каждого участника это очень имеет большое значение. Вы не первый раз приезжаете в Якутию, да? Что вас больше всего привлекает, что вам больше всего нравится у нас в нашей Северной Республике? Я уже как 13-й раз здесь, в Якутии. Больше всего привлекает, можно сказать, это люди. Потому что все говорят, что Якутск это самый холодный город. Что касается климата, это правильно. А что касается людей, это совсем не так, потому что они такие теплые, гостеприимные. И с ними и работать, и общаться, это вообще так прелесть. И для меня это очень много дает для своей жизни. Хочу как-то желать, чтобы все жили мирно, потому что это, по-моему, именно вот сегодня это самое главное на нашей планете. Күнді радионан істәтчілерге мен бәйін бағасанабыны текпін бағарабын. Кехи төхіннен әлбәқ тылы білер, отчоннан кені бай. Ол гынан баны әтекпін бағарабын. Қаяндаған бұл барыта олығыруқтақ түрәбіт тылға. Onun әлбәқтік жарықтанның, әлбәқ доғыттарданның, білін андайдығы кехи білері көрері наға әлбәқ, оны барытын сетихеқін ададен бағасанабын тірердебін. Нашим радиослушателям напоминаю, у нас в гостях были Валентина Васильевна Сафронеева, директор Саха-гимназии города Якутска, и Матиас Бурхард из ведомства по делам образования федеральной земли Гамбург. Также у нас были школьники Вика Федорова, учащиеся Саха-гимназии, и Саванна Рек, учащиеся школы имени Гула Требич. Для вас сегодня в студии работали Екатерина Голикова и Галина Жендринская. До новых встреч! Якутия в мире.